По результатам голосования из 25 депутатов Народного собрания Ингушетии от «Единой России» прошли всего 9 человек. Это говорит о том, что состав парламента на сентябрьских выборах обновится больше, чем наполовину, а если быть точным, то на 56%. Как отметил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, в числе получивших большинство голосов в ходе праймериз новые лица, люди различных профессий, известные своей гражданской позиции, а также профессионалы в своем деле. У нас праймериз прошел очень активно. На удивление, на всех участках я сам посетил более 5, а точнее 6 участков. Не только мне было приятно видеть, что люди активно принимали участие, но даже те, которые ранее участвовали в выборах, в действительности обычные люди говорили, что такого активного голосования очереди стояли, действительно стояли на избирательных участках, поэтому голосование у нас прошло великолепно. У нас 22,3% проголосовавших за кандидатов и в Государственную Думу, праймериз, да, который прошел, и в местный парламент. И мы можем говорить, что мы готовы теперь к избирательной кампании 19 сентября. У нас очень большой состав изменился. Очень много, достаточно много молодежи. У нас парламент, я думаю, от 60 до, может, 70 состав изменится. И в действительности там очень много молодежи и людей, которые имеют опыт. Поэтому состав у нас изменился, но он сам по себе достаточно будет обновленный. Я думаю, что и в Государственную Думу у нас 2 кандидата будут участвовать в избирательной кампании 19 сентября, и которые набрали достаточно, очень много голосов, чтобы дальнейшее продолжать избирательную кампанию в сентябре. Глава Ингушетии добавил, что прошедшие выборы прошли на высоком организационном уровне. На всех 28 избирательных участках региона не было зарегистрировано ни одного нарушения. Я специально спрашивал, ни одного заявления о нарушениях, никаких инцидентов на участках не было. В дальнейшем, если мы такими же настроем пойдем, я думаю, что у нас все получится. Но самое главное, что я увидел, что ту политику социальную, особенно, которую мы обращаем внимание, она дает уже положительные результаты. И жители республики, избиратели наши, нам поверили. Я это видел по тем количествам людей, которые пришли на избирательные участки. Поэтому вся наша деятельность и правительство, и меня как главы, и, естественно, тех депутатов, которые изберутся, я думаю, что люди поверили и полагают, что они будут в дальнейшем улучшать жизнь жителей республики. Особенно хотел бы обратиться к нашим жителям республики и сказать им огромное спасибо за то доверие, которое они проявили на участках и проголосовали за предложенных кандидатов наших. Жители республики, избиратели нам поверили. И огромное еще раз хотел бы сказать им спасибо. 19 сентября, чтобы они еще более активны были, и тогда с нас можно спросить за нашу работу. И депутатов тоже. Если говорить о возможных кандидатах в депутаты Госдумы, в списках «Единой России» лидирует Бекхан Барахоев. У него 30 386 голосов. Советник главы Ингушетии Исак Астоев – 26 510 голосов. И Амир Вышегуров – 7 693 голоса. По Ингушскому одномандатному округу безоговорочный лидер, возможно, кандидат в депутаты Госдумы от республики Муслим Татриев. За него отдано 26 650 голосов. У нас очень высокая конкуренция, много новых людей, молодых людей разных специальностей. И будем надеяться, что мы дальше с этим же составом пойдем и на основные выборы. Вы знаете, я не первый раз в этой республике, в Ингушетии, участвую в выборной кампании. У меня в начальной стадии были определенные опасения
учитывая ситуацию в целом непростую в республике, и политическую, и социальную. Но вместе с тем и ковид, все вместе. Но, к удивлению, народ был очень активный на встречах с избирателями, в беседах наших. Четко просматривалось, что люди поверили в политику партии «Единая Россия», исходя в основном из последних указов Владимира Владимировича Путина по социальной поддержке таких слоев, многодетных матерей, детей, дошкольного возраста, до 3 лет. Целый ряд последних указов Путина, конечно, переломили ситуацию, это было заметно, было о чем говорить на встречах с избирателями, и вот эта ситуация дала свои хорошие результаты, и мои опасения оказались напрасными. Я думаю, что в Ингушетии выборы пройдут не просто нарисовать, сколько нужно процентов, а действительно пройдут нормально, заинтересованно. И очень надеюсь, что будут избраны новые люди, которые будут по-новому решать задачи, которые стоят перед нашей республикой, перед ее руководством, перед парламентом. Ну и выберут достойных представителей в федеральный парламент. Доверие, правильно, хайгер, нога, тхочах я хамбули, депутат шанчил голосование халежми, тхочах я хамбули, сануас муслима, тхош дуаш волка, война арла, дадзе дуаш типа сади важдат тхо, правильно. Также уверен, что оправдаем ваше доверие. Алса должен Алберкет дуахту. Список кандидатов, которые будут представлять правящую партию на выборах в Госдуму, а также кампания регионального и муниципального уровней в сентябре утвердят на съезде партии 19 июня. Амина Бокова, Далия Асканова, Хамзат Халухоев. Новости 24.